Главное событие за последние сутки в стране – это формирование правительства. Как и планировалось, накануне новый премьер Михаил Мишустин предложил кандидатов на посты министров и заместителей председателя правительства. В итоге есть новые лица, есть и те, кто оставил за собой кресло в Кабмине. Соотношение 50/50. Подробности в материале Анастасии Кобызевой. Напомню, новым главой правительства был назначен бывший глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Его кандидатура была утверждена Государственной Думой. Всего у председателя правительства Мишустина будет 9 заместителей. Андрей Белоусов стал первым заместителем председателя правительства, который до этого был советником президента по экономическим вопросам. Главой аппарата правительства в должности вице-премьера стал Дмитрий Григоренко, бывший заместитель Мишустина в ФНС. Алексей Аверчук, также бывший заместителем Мишустина в ФНС, стал вице-премьером. Юрий Трутнев остался вице-премьером России, полномочным представителем президента в ДВФО. Также пост вице-премьера сохранила Татьяна Голикова. Она ответственна за социальные вопросы. На прежнем месте остался и вице-премьер, курирующий военно-промышленный комплекс Юрий Борисов. Дмитрий Чернышенко, который с 2015 года возглавляет «Газпром Медиа Холдинг», стал вице-премьером. Марат Хуснуллин назначен вице-премьером. Ранее он занимал должность заместителя мэра Москвы. И еще одно новое лицо в правительстве – Виктория Абрамченко. Она стала вице-премьером с 2016 года. Абрамченко руководила Росреестром. Свои должности в правительстве Мишустина сохранили 12 министров. Среди них генерал армии Сергей Шойгу, Сергей Лавров и другие. Отметим, что Антон Силуанов остался министром финансов, при том, что в правительстве Медведева он был еще и первым замом. Существенная часть правительства обновилась. Министром культуры России стала Ольга Любимова. Ранее она была главой департамента кинематографии Минкульта. Министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций стал Максут Шадаев. С 2018 года он был назначен вице-президентом Ростелекома по цифровым платформам. Министром здравоохранения стал Михаил Мурашко, который возглавлял Росздравнадзор. Бывший глава Рособорнадзора Сергей Кравцов стал министром просвещения. Министром науки и высшего образования стал Валерий Фальков. В прошлом он был ректором Тюменского государственного университета. Министром спорта стал Олег Матыцин. Ранее он 10 лет был президентом Российского спортивного студенческого союза. Министром труда и социальной защиты стал Антон Котяков. С 2017 года он был заместителем министра финансов России. Министром экономического развития России стал Максим Решетников, в прошлом бывший главой Пермского края. Министром юстиции стал Константин Чуйченко, который в правительстве Медведева был главой аппарата и вице-премьером. Также добавлю, что Министерство по делам Северного Кавказа упразднено. Ранее ведомство возглавлял Сергей Чеботарев. Отмечу, что Конституция не устанавливает срок полномочий правительства. Но оно переназначается после президентских выборов. В отставку правительство отправляет глава государства или Кабмин сам просит снять с него полномочия.